Салам алейкум и здравствуйте всем, дорогие зрители и дорогие бинандатели. Умидорма макаса хороший хубу саламатости. Сказать честно, я, скажем, не очень хотел сегодня выходить в эфир. Но все равно как-то надо кое-что комментировать. То, что мы видели, то, что мы слышали, и надо комментировать. Сегодня будем комментировать поведение Путина. Поведение Путина, который себе уверенного Путина. После того, что я видел, честно я скажу, будем комментировать, какие люди такие вот так поступают, как Путин сидел в кресле, да? Давайте переходим к делу лучше. Путин с Шойгой, да? Вот. Шойгу докладывает Путину, что все хорошо, то, что было поручено, мы выполняли вообще-то с четкой точностью и с хорошей качеством. Путин сидит. Какие люди так будут сидеть, как сейчас Путин сидел? Если никто не смотрел, обязательно заходите, посмотрите это поведение, как сидит Путин. Вот какой у него маневр, который есть. Я не могу вот по-русски вам четко вот сказать, потому что я не русский. Вот. И я не русский учитель. Ну, то, что есть школа немножко, фундамент. И давно еще не разговаривал на русском, уже много лет. Не очень разговаривал, поэтому есть акцент и есть ошибка. Но оставим, это ничего не решает. И ничего не мешает. Путин сидит, Шойгу докладывает, Путин крепко держит стол. Кто так делает? Давайте будем по психологии решать. Это вопрос, кто вот так поступает, например. Кто так сидит, когда сидит, крепко держит вот стол оба стороны, да? Человек, который болеет, у человека, который тошнит, голова кружится, себе на ногах или на кресло уверенно не чувствует, тот человек, вот больные люди, смотрите, идите в больницу, просто вот больные люди, которые у него сил нет, у него психологическое давление, да, он то ли стену держит, то ли стол держит, то ли кровать держит, сидит, ну, на чем-то цепляются, понимаете, на чем-то цепляются. Здесь Путин то ли болеет чем-то, то ли, ну не знаю, ну точно болеют. Ну не такой болезненный, может, психологически болезненный. Поэтому, или то ли бизнесмен, который есть бизнесмен, или у человека есть много денег, когда этот человек теряет это деньги, вот этот человек тоже точно так же становится, что когда сидит, когда ходит, когда, ну, на чего-то цепляются, держат чего-то. Почему? Потому что у них уже это психологически потеря. Это дает знак того. То ли больной человек, то ли потерявший чего-то, они на чего-то цепляются. Понимаете? Кто-то словами цепляются, кто-то вот женщины много на словами цепляются. На слова цепляются, когда вот что-то психологически происходит, на слова цепляются. А мужчины на чего-то, на стену, на кровать, ну вот так вот, скажем, на чего-то цепляются они, короче. Здесь показывает Путину, что Путин
и здоровьями, и психологическими непорядок. Непорядки. Второе поведение Путин всегда сидел, когда разговаривал, головой вот так еще себе вперед делал, да, и вот так впереди, вот так вот вперед сидел, и гордо сидел, и гордо разговаривал всегда. А в этот раз сидит, голова такой. Знаете, кто такой делает? Кто виноват? Если с точки психологии, кто виноват, он всегда старается так. Вот смотрите, если дети ваши виноваты на чего-то, да, что-то делали неправильно. Если друг твой что-то делал неправильно, да, ну, знакомый, брат, братишка, ну, кто-то, сестра, без разницы, кто тебе близко. Если что-то делал неправильно, об этом жалеет, понимаете? Вот. Бояться, трусость, вот это два вещи человека не дает голову держать нормально. Всегда старается держать так, понимаете? Это не я говорю, это психология, так изучал человечество. Даже животные, когда страх будет, вот смотрите, кролик, зайчик, что-то, пугаешь, вот так делает сразу, но старается спрятать голову, защищать. Это с точки зрения психологии страх, понимаете? И страх у него, сильный страх, и еще виноват, понимаете? Себе чувствует виноват, и у него сильный страх. Вот это вот два вещи, которые вот при разговоре Шойгу и Путина, доклад читает Шойгу, а Путин тоже при разговоре, он не может четко говорить, вот, уверенно говорить. Вот, вы брали, вы это делали, голова не шевелится, вот так как есть, так стоит, губ просто шевелится, говорит. А раньше Путин какой был? Шевелил головой, там, ну, гордо туда смотрел, сюда смотрел. Одну точку смотрит, Шойгу говорит. Вот Шойгу более уверенно сидел перед Путиным, чем Путин перед Шойгой. Понимаете? Если вот так смотреть. Почему Шойгу более уверенно сидел? Здесь тоже есть такой, скажем, будет вопросик. А здесь тоже можно есть хороший ответ. Почему? Потому что Шойгу выполнял приказ. Шойгу задано был приказ, Шойгу разработал план, вот и выполнял это. У него более уверенность есть. Почему? Потому что, ну, скажем вот так, вот есть заказчик, есть доставщик или выполнявчик, да? Вот. Есть заказчик заказывает, ты выполняешь это. Понимаешь? Вот. И то ли этот заказчик неправильно заказал, то ли что-то заказал, да? Тебе похрену, ты выполнял свою работу и сделал. Вот точно так же Шойгу уверенно сидит перед Путиным. Почему? Потому что он выполнял приказ. Он не от себя это делал, он выполнял этот приказ. Поэтому Шойгу более уверенно сидел. Более уверенно. Любой случай будет, скажет, извините, я просто ваши рабы. Вы выполняли, вы приказали, я выполнял. Понимаете? Вы приказали, я выполнял. Поэтому Шойгу сидел более уверенно, голова не так сидит, вот так, как больной, не держит на стол, не держит ни на ничего, просто сидит и спокойно то, что было, ход ложный, ход полуложный, ход, скажем, 50/50, Шойгу докладывает это. Шойгу спокойно докладывает. А Путин действительно, он, во-первых, в страхе, во-вторых, он, походу,
теперь чувствует, что он неправильно попал. У него Путина назад пути нету, понимаете? Хочет проиграть. Он теперь понимает, что делал. Он теперь, что назад пути нету, понимаете? Уже назад пути нету. Назад уже на разрушение вот это вес этого будет Россия. Уже автоматически Россия разрушается. Рейтинг Путина 0% будет. Я первый день, когда Жириновский умер, я жену сказал, вот, умер или убили. Я не думаю, что он умер, да? Его убили. Жена сказала, что зачем тебе вот это вот, он старый человек, да? Но он умер, зачем его убивать, старого человека? Нет, он многого наболтал бы еще. Почему? Потому что решение принимается при, скажем, верхушке. А Жириновский тоже был одним из числящих верхушка. Вот, скажем, род Кремль, да? Вот. И он был много в курсе был. Он, если был бы сейчас, он наболтал бы что-то конкретно. Он наболтал бы. Почему? Потому что Жириновский болел, Жириновский упал в кому, потом Жириновский вышел из кома, Жириновский нормальный, вдруг Жириновский умер. Понимаете это? Почему? Потому что Жириновский точно сказал, когда Россия нападут на Украину. Вот. И на 9 мая сказал, что проводит еще парад. Я бы хотел сказать, что Украину или все миру, да, всем миру, чтобы будьте осторожны, и может он нажимать на какую-то кнопку. Потому что у него больше варианта нету. Он проигравший. Конкретно на этом поле он конкретно проиграл. У него больше никакого варианта и никакого шанса нету. Вот такой, скажем, система или ситуация, которая происходит в России. Путин действительно, он в страхе, он болеет, он, скажем, чувствует себя виноватым, он понимает, что власть идет от него в руках. Уже из рук уходит власть. Почему? Потому что вот это поведение сидевшего человеку, вот психология это показывает, что человек вот так поступает. Вот понимаете? Вот сидите, если у вас на какой-то стул сидите, и перед вами, чтобы был стол. Давайте сделаем, режем одного нога или два нога вашего стула, ножку, да? И вы сидите на этот стул. Что вы будете делать? Уверенно будете сидеть или на чего-то цепляетесь? Обязательно на чего-то вы цепляетесь. На стол, который перед вами стоит, вы цепляетесь. Почему? Потому что вы понимаете, что у вас под жопой, который стул, нету два ножка. Или одна ножка нету. Уже она уходит туда-сюда. Вот так же шатается система, созданная Путина. Система, созданная, которая есть Россия, вот так же шатается. Они хоть сидят на стул, который есть 4 ножка, да? Ну, они чувствуют свой упад. Поэтому вот так цепляется, держит, стоит. Это не мои слова, это слова психология. Вот психология вот так же. Если у вас шатается стул, вы обязательно очень осторожно сидите и когда немножко шатается, на чего-то держите. Вот так, вот точно так же. А если человек на чего-то виноват, вот попробуйте, смотрите, вот вините свои дети, сына своего, да, вините. Почему он так делал, что так делал, да? А он будет вот так делать сразу. Понимаете? Почему? Это уже человек виноват, во-первых. Во-вторых, боится. Трусость. Понимаете? Вот это два вещи,
скажем, на этом разговоре я видел, третье, то, что Путин не мог четко разговаривать и вот так кивнуть своей головой, да, он не мог этого делать. Он сидит в страхе, просто не смотрит даже ни лево, ни право, нигде не смотрит, даже не шевелится. Вот так как есть, как кукла, вот так сидит и просто говорит немножко, и все. Дальше он не может шататься. Вот ногой играет, но это дает знак, что человек врет. Когда человек врет, вот и старается шевелит какой-то часть свое тело, понимаете? Вот. Он боится. Когда человек врет, обязательно он начинает смотреть туда-сюда, ну, старается, чтобы отвлечь своего собеседника, что он врет на него, но он при этом старается туда смотреть, ну, отвлекать. А Путин-то боятся туда-сюда смотреть, должен шевелиться где-то, а у него нога, понимаете, играет. Вот сидит на стул, у него нога играет. Это дает знак, что Путин врет, Путин боится, Путин в страхе, Путин понимает, что власть уходит под ног, из рук. Он не знает, что делать. Вот это вот я как по психологии, скажем, я вам просто нарисовал то, что я видел. То, что нарисовал, вот это вот весь поведение Путина. У него сразу начался появляться в лицо какой-то морщинки, понимаете? Морщинки как-то появляются, начался. У него глаза начинают только играть вверх-вниз. Так, и тут, и на шайгу смотрит, и тут на шайгу. А голова вообще не шевелится, только глаз немножко так. Потом там, короче, скажем, пару человек были, кроме вот этой охраны. Не были никакой вот это вот, как Лукашенко делает, на несколько ракурсов снимаются. Там не было ракурсов много. Ну, вот это вот, типа, якобы Путин живой, Путин есть, Путин, короче, контролирует. Вот так он хотел показывать. Он хотел вот так показывать, что вот это вот есть нормально. Но при этом вся его вот это то, что страх, скажем, вранье, вот это вот вся было видно. Если нормальный человек вот, психологически понимает человека, вот так вот четко и ясно все видно. Не тот Путин, который он уверенно вот так головой кивнул, разговаривал. Вот. И журналистам гордо ответил, этого Путина нету. Почему? Потому что уже, понимаете, ему не с Украиной надо разбираться, а ему уже надо разбираться со своими народами уже. Уже народом надо разбираться, а не Украиной. Украина-то, весь мир помогают, скажем, кто чего сможет, помогают, все. Вот. И оружие, и, скажем, питание, и остальными. То, что есть Украиной, Украину помогают люди. А то, что есть Россия, он понимает, что запас заканчивается. Вот. Теперь надо перед народу что-то надо говорить как-то, да? И чем-то надо народу объяснить. Если не может он объяснить народу, то, понимаете, уже народ встает против. Те бабушки, которые я вижу, вот это вот группа Альфа Путина, да, скажем, группа Альфа Путина, те бабушки, честно, их вот эта одежда, просто смотреть на их одежду, да, вот можно оценивать. Эта одежда, вот эта рубашка, которая с цветочками, эти бабушки одеты, это жемфрами, которые они одеты, эти бабушки, и это обувь, которая у них в ногах есть, вот просто. Я посмотрел тоже это видео, да,
Я не знаю, кто это снимал, даже вот не старался этот оператор или режиссер, или, скажем, постановщик, чтобы давайте вот идем в магазин, одеваем этих бабушки на какой-то более приличный современный одежду и потом снимаем, что пусть это... Это одежды ихние, я вам скажу, это СССРская одежда. Сейчас таких кофта, сейчас таких тапочки сейчас не выпускается. Нету такого. Сейчас этого не выпускается. Они от времени вот это вот СССР, наверное, я думаю, наследство осталось от ихней бабушки, походу, да? Вот это. Вот то, что я вижу, то, что по их одежду можно судить, кто они. Они даже себе не позволяют купить тапочки, они себе не позволяют купить кофточки, чтобы перед камерой. Они даже на несколько видео, которое было видео опубликовано, посмотрел я, видео было опубликовано, ну, между этой видео где-то 2 года, больше года, да, то самую одежда. Потом еще один видео есть. Между этой и другой видео, сейчас оно снято, ну, поддержку Путину, да. Опять же, это же одежда, которая у них есть. После, скажем, 4 года, да, где-то 3-4 года после этого, опять тот самый же кофта, тот самый же туфли, обувь, да, СССРский, то сам, все у них то самое. Вот в течение 4 года у этих бабушек, 3,5-4 года, эта бабушка не позволяла себе купить какой-то тапочки или какой-то что-то там, кофточку, да, денег нету. Но при этом их обманывают, реально обманывают, снимают. Говорят, давайте будем снимать, и мы вам повесим пенсию, или, не знаю, по 1000 рублей, походу, отдает, по 2000 рублей, по 3000 рублей, или какую-то таблетку отдает, да, ну, лекарство. Они это делают. Понимаете? Вот, скажем, вот это вот вся то, что есть этот сценарий, то, что есть, вот это, вот просто позорный, а тут такого оправдания. Вот это вот человек, когда один раз звонит, ты отключаешь один раз, да, и не надо второй раз звонить, понимаете? Значит, ты занят, вот 3-й раз надо звонить. Я, ненавижу такого человека, который нет у него понятки вообще-то, да? Вот ты отключил, значит, не надо звонить. Хоть бы, не знаю, людей. Я очень сильно ненавижу таких людей, которые реально не понимают. Ну, скажем, ситуация, вот такая ситуация. Ну, не знаю, вот еще сколько будет продолжать эта игра, да? Но я точно это не знаю, не могу сказать, что сколько еще будет эта игра. Еще сколько будет эта игра продолжаться. Ну, это, я скажу конкретно, что это очень позорная игра. Очень позорная игра. И при этом с этими видеоми, да, Путина убеждают, что народ с тобой. Понимаете? Вот. Путина с этими видеоми убеждают, вот, дает Путину уверенность, вот народ с тобой. Не переживай, Путин, народ с тобой, вот смотри, вся есть, видео есть, вот народ тебя поддерживает, ты, значит, с народом, народ с тобой. Вот с этими бабушками Путину дает дух, в окружениях, которые у них есть, дает дух, говорит, вот народ с тобой. Не переживай, Путин, народ с тобой.
И который экран, сломанный экран iPhone с какой-то сервиса привезли, отдали бабушку, да, давай сломайте это iPhone. И при этом вторая бабушка из сумочка вытаскивает пистолет запрещенный, оружие вытаскивает, говорит, на, сломай с пистолетом. Понимаете, это что это такое? Какой постановка там идет? Бабушка носит в России с собой оружие. Если вот так брать, реально. Бабушка с собой носит оружие. Еще немецкий пистолет. Не российский пистолет. Пистолет, немецкий пистолет носит с собой. Вот это вот, скажем, конкретно... Вот это конкретно, короче говоря, игра, скажем, или позор. Вот это. Вот и Путин с этой доволен. Ходит, что думает, что народ с ним. Вот 4 бабушки, это народ. Один кричит: Путин, президент мира! Зуб нету. Не бабушка, лет 55-60, ни одного зуба нету, вся гнилой зуб, который там желтый такой, не позволяет себе сходить один раз на стоматолог. Путин президент мира! Кричит. Понимаете, что это? Короче, всем салам алейкум. Так что Зеленский уже почувствовал свою победу. Смотрите, какой он уверенный. Почему? Потому что уже он почувствовал это, запах победы. Все. Давайте, ребята, салам алейкум. Кто-то мне звонит. Я ненавижу. Один раз отключаешь, еще второй раз звонит, третий раз, четвертый раз. Я ненавижу. Когда кто-то меня отключает, да, один раз, я буду ждать его, чтобы он перезвонил. Значит, он занят чем-то. Салам алейкум, друзья. И генерал Симус Зеленский, он почувствовал, короче, запах свободы и запах победы, понимаете? Он кайфует, сидит, короче, сейчас. Весь народ Украины это почувствовал. Весь народ Украины кайфует. Те матери, которые действительно, украинские матери, который погиб сын за родину, да, за родину погиб. Он гордо, она аж гордо сейчас говорит, разговаривает, вспоминает сына своего, понимаете? Не знаю, чем гордиться будет те матерей русских солдатов, да, честно. Они даже стесняются, где умер его сын, где-то сказать. Сын умер, где умер, стесняются это говорить. Всем салам алейкум, друзья. До новых встреч.